Это ноша на всю жизнь. Не я выбирал свою судьбу. Духи. Вы же грамотный человек! Вы же грамотный человек! Вы же прекрасно говорите по-русски. Сережа, я тут не буду сидеть, тебе дать не буду. Сегодня наш фильм, в самом начале мы показали вам отрывочки из наших прошлых работ, но для того, чтобы примерно представлять для тех, кто к нам только что присоединился, кто не был на наших показах, может быть, вот, те работы, которые мы делали, начиная с 2008 года. То есть здесь всего лишь несколько картин было представлено. За этот период нами снято порядка 15 фильмов. Вот, они в основном документальные, но все документальные фильмы с игровыми такими вот вставочками. И практически все, что вы видели, это документальное кино, хотя как бы присутствовали игровые сцены. Вот. Сегодня мы собрались на нашу очередную премьеру. Фильм называется «Охотник». Мы начали его практически год назад, мы приступили к съемкам. И, то есть вот, целый год ушел на то, чтобы там, монтаж, там прочая озвучка, цветокоррекция и так далее. Вот, моя коллега Марина расскажет об этом фильме. То есть какой фильм мы сегодня представляем, пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли сегодня разделить с нами День хакасского кино. И те, кто уже был на таких мероприятиях, он знает, что мы стараемся развивать кинематограф в нашем регионе. Это очень непросто, потому что отрасль совершенно не развита, но когда есть большое желание, есть люди, которые тоже любят это делать, то в принципе можно что-то сделать. И вот когда мы снимали документальные фильмы, мы все время подбирались к художественным фильмам, и сегодня как раз такой наш опыт. Это короткометражная лента, она снята по мотивам рассказа нашего же писателя. Это реальная история, которая произошла в Хакасии, да, в Усть-Бюрской тайге. Вот, поэтому, скажем, какие-то аналогии, которые делают журналисты с западным фильмом, они, ну, скажем, несколько преувеличены. Это все совершенно, ну, разные вещи. Вот. И, конечно, мы работаем прежде всего для зрителя, и так как есть интерес к истории Хакасии, к ее культуре, то мы будем работать в этом направлении, и хотелось бы, чтобы и вы тоже в этом участвовали и своим вниманием поддерживали нас. Спасибо. Друзья, добавлю несколько слов. Вот этот фильм, да, то есть сделан совершенно по-честному, да, и знаете, сейчас такие вот критерии обязательно, это получение прокатного удостоверения. То есть любое произведение, которое выносится на суд зрителя, то есть на любой общественный показ, оно должно пройти некую такую регистрацию, некую цензуру, вот, там в Москве. Вот. Мы все это благополучно прошли, это заняло, конечно, какое-то время. Вот, категория фильма 12+, ну, гляжу, все люди мы взрослые, поэтому мы все подходим под эту категорию. Вот, фильм был снят на средства гранта правительства. Вот, этот грант составил 100 000 рублей. То есть бюджет нашего фильма 100 000 рублей. Да. Вот, но есть большое желание, и на ваш суд, пожалуйста. Можете включать. Хочется представить наших актеров, которые работали в этом фильме, и чтобы вы посмотрели на них только что на экране, да, и увидели их в жизни. Вот. Я с удовольствием представлю вам Максима Солтрейкова, он там далеко-далеко находится. Я тогда по порядку, Максим вышел, да, вы сейчас видели, то есть, что он сделал, как он играл. На самом деле, наверное, Максиму было очень непросто, было холодно и мокро, вот, там какие-то дубли там бесконечные. Потом, знаете, очень сложно было работать с животными.
там заметили, была у нас собачка, да, и была лошадь. И то есть собака была совершенно незнакомая. Максим с ней нашел общий язык буквально за полдня. Вот, открою вам маленький секрет. У него в карманах всегда были конфетки. Вот, и поэтому собака всегда приходила к нему. А иначе, ну, как бы это вот просто его заслуга, то, что та же собака приходила в кадр и делала, ну, как бы то, что нужно. Вот. Мы иногда просто снимали это документально, потому что вот чик, и все, и мы работаем, потому что собака делает то, что вот так, как надо, и вот, собственно, благодаря Максиму. Вот. А коллега Максима и наш коллега — это Акун Марткачаков. Очень так драматично. Вот, знаете, Акун актер, и на время съемок он оставил работу в Красноярске, у него там была другая работа, на которой он зарабатывал деньги, и приехал к нам, чтобы сняться практически бесплатно в этом фильме, и мы как бы очень благодарны, что человек рвется, нравится. Бруно Тагир Галецкий. Самый юный. Вот у него сейчас прическа такая, длинные волосы, а до того, когда мы еще только думали, что как бы выбирали юного актера, у него была причесочка покороче. Мы его попросили, что ты не стригись, пожалуйста, нам нужен такой немножко лохматый такой молодой человек. Вот. Его мама Нона Галецкая рассказывает, что такую историю, что Бруни сделали в школе замечание, что у тебя длинноватые волосы. И он сказал, знаете, я в кино участвую, вот. Режиссер сказал не подстригаться. Вот, просто вот, наверное, обратили внимание, да, что вот тот момент, когда эта история произошла с ружьем, как мы сказали, это действительно настоящая история, и перед тем, как начать фильм, мы советовались и обращались к многим старым охотникам, да, то есть к современным ребятам, у которых есть техника хорошая, квадроциклы там и так далее. К охотникам того времени нашего фильма, это 50-е, 60-е годы. Вот, и то есть действительно с ружьем такое может случиться. И вот этот взрыв произошел, да, и, конечно же, нам хотелось, знаете, есть такие шутки, там, изобразить кровь, да, очень просто, кетчупом намазали, и все в порядке, да. Вот, на самом деле это очень сложный грим, и над этим гримом мы долго работали, вообще понятия не имея, как это сделать правильно, вот, чтобы это смотрелось натурально. Вот, я думаю, что это смотрелось натурально. Надежда Петровна Кокова, это профессиональный гример. Тоже так скажу, она профессиональный гример театра. Вот, с Надеждой Петровной мы работаем практически на каждом нашем проекте, где требуется грим. Но такой грим был впервые. Вот, человек-энтузиаст, человек перевернул интернет, пробовал из каких-то разных материалов делать вот эту подложку для будущего грима. И в итоге получилось, ну, наверное, так, как нужно. Блин, извини, я так взял на себя всю вот такую инициативу, потому что, ну, действительно очень приятно видеть людей, очень приятно видеть здесь в зале человека, который делал нам звук. Он пришел перед началом, он говорит, я посижу тихонечко, мешать не буду, потому что мне хочется посмотреть фильм на экране, а не в маленький монитор, когда мы делали звук. Вот. А звук в кино есть такая штука, что пишется технический звук, да, когда мы там, допустим, снимали в лесу, да, и там брать оттуда звук, ну, совершенно бессмысленно, потому что там работает генератор, есть разные посторонние звуки и так далее, поэтому звук переписывается в студии заново, то есть каждую эмоцию, каждое слово человек произносит, актер произносит заново. Вот, и вот Виталий, вот я все-таки прошу сюда, Виталий, да. То есть, бывает, не получается, да, и Виталий это такой человек, который, он всегда выглядит так, как будто он только что пришел на работу, отоспавшись после выходных. Даже если там 9 это часов вечера, мы работали допоздна, и там заряжались с утра, и там без обеда, и там поздно работали. Вот, и с ним было очень работать легко, но это мало сказано, это, ну, действительно профессионал, человек, который вот
Вот уши даны ему, такие как нужно. А животные в кадре? Вот, да, смотрите, животные, то есть касаемо собаки, вот, это лаечка. У меня основное есть место работы, оно называется Государственный комитет по охране животного мира. Вот, то есть я снимаю, то есть моя задача на работе снимать природу, снимать животных. Вот, один из моих коллег, Николай Иванов, привез свою собачку. Вот, и то есть, вот, как я вначале сказал, представляя Максима, что он познакомился с ней, вот, и мы тут же начали снимать. А про диких животных? Дикие животные – это настоящие дикие животные, Снято в природе. снятые в природе. Да. То есть вы видели косулю, видели морала, то есть это, как бы, это все по-настоящему. медведя. И медведя, да. Да. А в костюме, знаете, приезжали ребята из НТВ, делали там материал о нас. Да, на самом деле мы использовали как-то В вот одном эту- кадре это было. Да. Вот, ну, мы еще использовали для того, чтобы понимать объем вот этого животного, да, и чтобы потом настоящего его поместить в кадр. То есть заменить макет медведя, не макет, а как костюм медведя, так скажем. Все-таки костюмчик хорошо, да? Да. Вот, но в кадре все-таки настоящий, конечно, медведь. Настоящий, да. Вообще снято классно. Вот лошадь, спасибо, да, лошадь тоже вот с животными, это правда, это очень трудно. Мы первый раз работали с животными, и прям, я не знаю, съемки закончились, я сказал, Марина, я никогда больше с животными работать не буду, потому что... Эмоции вызывает, натуральные эмоции вызывает. Нет, эмоции натуральные, кстати. Актеры молодцы, просто супер. Да, вообще. И знаете, что хотелось бы отметить, вот когда мы говорим киностудия Хакас Фильм, то, собственно, это же не какая-то организация со своим офисом, со своим бюджетом, это вот мы, то есть все работают на каких-то основных работах, где зарабатывают себе на жизнь, а вот на время съемок мы все отпрашиваемся. энтузиазме, да? Совершенно верно, энтузиазм, да. Плюс 100 тысяч от правительства. Молодцы, все, просто... Вот, просто всегда говорилось, да, это известно, кино это самый популярный вид искусства, и это несправедливо, если бы вот в нашем регионе с такой богатой историей, с такой вот богатой культурой не было бы своего кино, где были бы наши люди, наша природа, наши традиции, наши обычаи, в общем, наши люди, чтобы были на экране. И вот мы пытаемся эту ситуацию переломить, и надеемся, что вот очередная работа, она все-таки будет пользоваться вниманием, и если будет спрос, мы еще будем устраивать такие показы. Вот. Тем более, что этот фильм, это первая наша попытка экранизации рассказа нашего хакасского писателя Ивана Мартыновича Костякова, который в свое время организовал здесь Союз писателей Хакасии, филиал от Союза писателей СССР. Вот. Это его рассказ, он записан со слов реального охотника. Все это происходило действительно в Усть-Бюрской тайге, где и происходили съемки. Вот. И произошло такое совпадение. Мы начинали работу над сценарием, взяв в основу его рассказ, а потом узнали уже, когда полностью уже шел постпродакшн, работа над фильмом, мы узнали, что, оказывается, Костякову в этот год 100 лет со дня рождения. Вот. И получилось такое знаменательное совпадение, и вот на первом показе в 18:30 были его родственники, вот, которые тоже были приятно обрадованы, скажем так, что теперь есть такая работа, и они могут показать своим детям, и вот там есть фамилия этого человека. Хочу еще немножко добавить, знаете, вместе с тем было, Марина говорила про нашу работу, да, и было немножко приятно и даже удивительно, когда мы спросили, как билеты люди покупают, то есть 200 рублей дороговато вроде бы, как бы. То есть вообще кто-то придет на наше кино, и когда нам сказали, что, знаете, на первый сеанс уже давно билетов нет, то есть как-то вот было вместе с тем это очень приятно. Некоторые не попали. Да, и показатель того, что нам, наверное, нужно свое кино, и мы на самом деле будем продолжать. Вот, и очень надеемся, что придет следующий год, следующий март месяц, и вы снова к нам сюда придете, мы выйдем из этой дверки и скажем: здравствуйте, мы начинаем День хакасского кино. Спасибо. Огромное вам спасибо! Вам спасибо.
Максим, я ваша поклонница теперь уже. Там-то побольше на экране. На самом деле, лошадь является.